О, спорт, ты мир. Эти известные слова давно звучат в Ингушетии как девиз. Триумфы наших спортсменов, проведение всероссийских и международных соревнований прославили республику. Но, как отметил один из обратившихся на диалог с народом, вероятно, ярый болельщик, последние два чемпионата мира по борьбе по дзюдо не оправдали надежд. Можно ли считать выступление ингушских борцов неудачным, спросили у главы. Во-первых, мы должны гордиться тем, что у нас появились уже топовые хорошие бойцы, борцы, спортсмены, которые уже выходят на уровень сборной страны. И мы должны гордиться нашими дзюдоистами, которые сегодня уже в сборной были и выступали в Будапеште аж целых 5 человек от республики. 3 там за сборную страны, 1 за турецкую сборную и 1 за команду сборной страны. Выступление, нельзя сказать, что оно провальное, да, или неудачное. Да, нам хочется больше, но тем не менее, это первый чемпионат вообще такого уровня для наших борцов, дзюдоистов. И здесь очень, ну, как вам сказать, сложно психологически вот эти барьеры прийти. И Хасан, и Хусен, я думаю, что они уверены, они выступили достойно. Хасан бронзу взял, что выше ходит на чемпионат мира. Там довольно сильные соперники, и у них большое будущее, они молодые ребята, все у них получится. Поэтому давайте мы не только их будем, наоборот, в таких случаях еще больше надо поддерживать. Они говорят, что мы там, они молодцы, и мы их будем поддерживать дальше, и они еще не раз докажут и покажут, что они сильнее в своем весовом категории, сильнее всех. Это одно. Насчет вольной борьбы, я бы тоже не сказал, у нас хорошие ребятишки растут. Я не знаю, сегодня там Евлоев взял в финале или нет, там, но он в финал уже вышел, молодежной сборной страны. А второй Евлоев проиграл, но ничего плохого. Главное, что он принял участие, выступил. И то, что они в сборную попали, это для нас большая честь, для республики. Они сборной страны. Они все равно в своей весовой категории лучшие. Первые, в первых строчках стоят. По вольникам взрослые, да, я могу говорить, что там я в некоторой степени доволен. Почему? Потому что не оправдались наши надежды 5-летней программы, чтобы борцы выросли. Но я думаю, что они тоже находятся в десятке своих весовых категориях. Это тоже неплохо. И та конкуренция, которая там есть, не позволяет им выйти на тот уровень, чтобы они могли бы выходить на чемпионаты там, страны достойно. Насчет греко-римской борьбы, серебряная медаль Евлоева. Что, плохо, что ли? Давайте мы там... Один человек выступил и взял серебряную медаль от России. Ну, я имею в виду в составе сборной России. От Ингушетии выступил один. Муса Евлоев. Взял серебро. Посмотрите, какой достойный соперник был. Именитый, опытный. И то, я думаю, что Муса мог бы взять. Но здесь не надо забывать про опыт. Если у Алексаняна был опыт Олимпийских игр, или 4 или 5 раз участия в чемпионатах мира, чемпионатах Европы, у Евлоева не было такого опыта. Это довольно серьезный психологический барьер, поэтому у наших ребят будущее. И вот это получилось, как получилось, давайте больше не будем говорить. Я благодарен ребятам, и держаться надо, и наоборот, когда проигрывают, они становятся злее. Сейчас покажут мастер-класс хороший.